Скажи, ты уже решил со своей свадьбой, когда и где все это будет проходить? Да, я, возможно, проведу халяльный той. Той будет без бухла? Александр, ты не понимаешь, на какую пытку ты нас обрекаешь. Именно. Это же пытка. Придут люди, которых мы не знаем. Или еще хуже, которых мы терпеть не можем. А нам нужно сидеть с ними за одним столом и веселиться. А самые ужасные, нам придется танцевать. Трезвыми под тойские песни. Ты перегибаешь палку, можно конкретно отрываться под тойские песни. Интересно, как же это делается? Просто нужно чувствовать ритм. Да ты клея нанюхался. Да халяльный той для вас не проблема. В прошлый раз вы бухали, залив водку в чайник вместо чая. Это был не халяльный той! Это был халяльный той, там не должно Тогда быть заранее водки. нам никто не говорил, что той будет халяльным. Если бы мы знали, мы бы набухались до начала свадьбы. Да заткнись ты. Ради всего святого на этой земле, мы все тебя умоляем, не делай той халяльным, ты превратишь праздник в ад и пытку для нас. Проведи обычный той. Дай нам возможность нажраться, я же сказал. Никто не будет бухать, никакой водки, коньяка и даже 100 граммов. Обычно, как набухаетесь, каждый из вас думает, что он Конор Макгрегор, и начинается драка. А я не хочу видеть жалкую пародию UFC на свадьбе. Да будь же ты благоразумен, Александр. Адандарданьят плодой. Да задолбал ты со своим яд плодой. Из-за этого яд плодой я позвал на свадьбу 100 человек, которых не знаю. Это наша традиция в убыток себе угождать другим. Ты должен подумать о своих агашах, которым жены не позволяют им бухать. То их единственная возможность набухаться и снять стресс. Наши предки и без водки снимали стресс. Лучше накуритесь. Траву я не запрещаю. Do we